В столице 9:07. С вами Бахан Азербаев, Дарья Христолюбова. И вы знаете, очень часто про нас, про сотрудников радио, я имею в виду, говорят, что они слишком болтливые. Ну да, вот водится за нами такой грешок, просто работа у нас такая, разговаривать. И, кстати, чтобы не опровергать вот все эти эпитеты, мы даже в конце прошлого года взяли на работу человека с говорящей фамилией Болтаев, Дильшот Болтаев, я имею в виду. Ведет он у нас вечернее микс-шоу. Но прямо сейчас в утреннем камбэк-шоу тоже на одного Болтаева становится больше в нашем эфире. Друзья, у нас сегодня в гостях наш соотечественник, молодой человек, который посетил 38 стран, и последние 14 лет он живет то в Швейцарии, то в Армении, Бали, Филиппины, что там, Киев, по-моему, Бишкек, если я не ошибаюсь, и когда-то давно он ушел из журналистики, решил, что хочет путешествовать по миру и заниматься, ну, по всей видимости, фотографией. Друзья, сегодня у нас в гостях Рахмон Болтаев. Доброе утро, Рахмон. Доброе утро. Добро пожаловать. Спасибо. Ничего не перепутали? Нет, все. Может быть, хронологический порядок был нарушен, да, но в целом это да. Это не страшно. Не так страшно. Да. Да, как мы познакомились с Рахмоном? В Инстаграме совершенно случайно увидела прекрасные снимки природы, животных, пейзажи. Все это так здорово, все это так заманчиво. Ну и вот завязалась беседа. Оказывается, человек на самом деле очень интересный и успел посетить 38 стран. И нам интересно вообще, как это возможно и за какой период. Давайте, наверное, Рахмон, начнем с того. Помните ли вы день, возможно, такой был, как, знаете, такая точка отсчета, когда вы решили перевернуть свою жизнь и посвятить ее странствиям, путешествиям, открытию новых пространств? Помню. Было? Да. Скорее всего, это произошло, наверное, где-то в середине нулевых, когда, уйдя из журналистики, я понял, что как бы я прошел этот этап, и мне нужно посвятить свою жизнь чему-то другому. То есть я решил, что с журналистикой пора завязывать. То есть это было хорошо, это было круто, это была хорошая школа, но мне хотелось больше свободы, мне хотелось больше путешествий, мне хотелось больше эмоций, познавать, открывать другие страны и культуры и заниматься фотографией. То есть я пока начинал заниматься фотографией не на профессиональном уровне, то есть это был любительский уровень. Я фотографировал на камеру обычного смартфона. Вот, и спустя время я просто решил, что мне нужна хорошая камера, и мне нужно как-то передавать то, что я вижу, тот мир, который я вижу, в общем, может быть, даже приукрашивая его, потому что мне не хотелось, я всегда говорю, что я не хочу документалистики на своих фотографиях, я хочу как бы показать художественный мир, более идеальный мир, как бы, не знаю, которого, может быть, нет. Который хотелось бы иметь, или который вы видите, в принципе? Я вижу, и, может быть, или который хотелось бы видеть. То есть я бы хотел видеть мир идеальным, красивым, не знаю. Ну вот смотрите, когда вы занимались журналистикой, вы же не были, да, фоторепортером, вы писали тексты, насколько я знаю. Да, тексты. А как тогда вот в фотографию-то нырнули? В принципе, я с детства занимался разного рода творчеством, да. И мне было интересно все. То есть я и брал уроки вокала, я ходил на уроки по фортепиано, то есть я рисовал, я занимался акварелью. Поиск себя. Да, поиск себя. И, в общем, да, писать я уже хотел быть именно пишущим журналистом, это еще, наверное, в 11 классе школы. И когда я поступил в университет, в Славянский университет, и начал работать в тогда только открывшейся газете «Азия Плюс», то есть это было интересно, мне было интересно писать, мне хотелось рассказать то, о чем я хотел рассказать, или то, что я видел, или то, что было нужно людям. То есть я хотел быть полезным, и мне хотелось заниматься этим. Вот. Не знаю, может быть, журналистика и фотография не так соприкасаются, и не совсем, хотя, в принципе, фотожурналистика тоже имеет место быть, и, может быть... Есть все-таки общие точки. Да, вот я сейчас как раз зашел на ваш аккаунт в Инстаграме, огромное количество крутых фотографий. Я не могу сделать это, не могу сейчас выйти, потому что фотографии реально прикольные, фотографии очень крутые, то есть видно, что работа профессиональная, но как вы ловите момент, то есть я имею в виду, вот вы идете по улице, скажем, да, там, и вот думаете, вот сейчас тот самый момент, когда нужно поймать его и сфотографировать и выложить в Инстаграм, или как это происходит?
На самом деле моменты ловят репортажные фотографы, которые занимаются репортажной съемкой. Они вот ходят действительно и ловят момент, свет и так далее. Я же просто нахожусь на природе, прогуливаюсь, наблюдаю за тем, что происходит вокруг. В основном это, конечно, да, так как я увлекаюсь фотоанималистикой, мне нравится наблюдать за животными и птицами. То есть я научился распознавать какие-то звуки птицы, понимать, откуда это доносится, что за вид. Да, вы можете чуть-чуть орнитологом. Да, не могу, нет, потому что орнитология — это такая более глубокая сфера. Я пытаюсь разбираться в этом во всем и изучать эту тему, вот, но я просто стараюсь замереть, наблюдать и выжидать какие-то интересные моменты, потому что да, это... Ну, вот смотрите, вы говорите о том, что постановочная журналистика, вернее, журналисты, которые ловят момент, да, как это правильно? Репортажная, да. То есть они выжидают, сидят, выискивают какой-то момент, но вот у вас огромное количество там, вот, белочек, да, фотографий, там, оленей. Вряд ли же можно сказать, там, попозируй, чувак, я тебя сейчас сфоткаю. Это что же приходится все-таки ловить эти моменты? Да, приходится. Вы знаете, что когда они не позирует, то есть мне хочется, чтобы они позировали, потому что я начинаю, иногда, когда не получается, я просто начинаю нервничать, я говорю, ну боже, ну ты, ну встань, ну ты же в кадре. Да, попозируй, ну, то есть, друзья надо мной прикалываются, они просто говорят, что, ну, ты хочешь прийти в лес, и чтобы все животные выстроились в очередь, и садились, и позировали по очереди, я говорю, это было бы идеально, потому что я бы делал идеальные кадры, которые, но приходится действительно выискивать моменты, и действительно часами сидеть. Было такое, что я сидел часами, например, в той же Швейцарии, когда был локдаун, и мы с друзьями ходили по утрам, вставали в 5 утра и ходили на реку. Это был март-апрель, было холодно, но мы сидели ради того, чтобы по 4 часа, ради того, чтобы поймать пару кадров неуловимого зимородка. То есть кингфишер, птица очень редкая и красивая. Зимородка? Зимородок? Да, зимородок. То есть даже не слышал никогда такого названия. У меня тоже есть там в фотографиях эта птица. В общем, она очень красивая и... Сову вижу, зимородка не вижу. Чуть ниже, если там... Потом за эфиром все рассмотрим. Да. А друзья тоже фотографией занимаются или они за компанию просто с вами? Нет, за компанию. Как бы поддерживают мое увлечение, и иногда просто за компанию мы ходим вместе. Ну, просто понимаете, если вы находитесь там в Швейцарии, это ежедневные хайкинги по горам, это природа. А что еще делать на локдауне? Слушайте, но по поводу друзей, менять постоянно страны, это значит не быть привязанным ни к одной стране, ни к одному городу, ни к одной какой-то вот группе людей постоянно. Где вы отыскиваете этих товарищей, когда приезжаете в новую страну? Все просто, потому что есть какие-то друзья, у которых есть друзья, и все по знакомству через. Ну и... Интернет есть, в конце концов, в котором можно найти... На самом деле, за все эти годы я обрел достаточно большое количество хороших знакомых и друзей в разных странах мира, и с которыми я поддерживаю до сих пор прекрасные отношения. И, то есть, все зависит, наверное, от человека. Либо вы дружите и поддерживаете отношения, если вам интересно друг с другом, либо нет. Ну да, когда нет комфорта, естественно, человек замыкается, а вот здесь такая максимальная коммуникабельность. А помните первую страну, которую посетили? Помню. Я, кстати, посетил первую страну, когда еще учась в университете. Ну, если говорить о европейской стране, там, как бы, для нас это было за границей, да. Если не считать соседние страны, не считать, там, Москву, если не считать То есть дальнее зарубежье, да, берем? Ташкент, Бишкек, Алматы и так далее. То есть самая первая страна, которую я посетил, это была Чехия и город, Прага. Я просто в восторге был от Праги, и до сих пор этот город для меня номер один, потому что Прага, она невероятно сказочная, красивая. И я был в прошлом году, спустя 13 лет, и посетил ее снова. Она такая же волшебная. И, да. Но для жизни все-таки выбрали Швейцарию. На какое-то время. Я там учился, да, и стараюсь посещать Швейцарию почти ежегодно. То есть у меня там очень хорошие друзья, и с этой страной связано очень многое, в том числе и обучение. Это хорошо, понятно, когда с обучением, да, то есть есть страна, где есть конкретное заведение, куда вы едете. А вот с другими странами, это как, спонтанные какие-то решения или обдуманные, взвешенные? Вообще, конечно, я человек не особо спонтанный. Я скорее обдумываю все очень долго и взвешиваю, но если
бывают такие моменты, когда друзья просто подбивают на что-то и вот решают поехать, например, пожить на Филиппинах, например, на островах. Хорошие друзья. Да, пожить на Бали. Надо тоже обзавестись. Да, почему бы не пожить? Потом поехали в Индию. Как бы я не планировал ехать в Индию, потому что я не знал, я слышал столько много ужасов отзывов об этой стране, то есть, но мне было все равно интересно. И когда меня уговорили, поехали, посмотрим, что это, мы должны увидеть это своими глазами. И я поехал, но я не пожалел, потому что, да, есть, да, грязно, да, не все так идеально, но мы провели прекрасное время, потому что, может быть, все зависит, конечно, от компании, если человек находится. У них говорят, ром очень дешевый. Кому что? Да, но на самом деле нас спасал не ром. У каждого свои, да, об привилегии. этих трипах мы поговорим чуточку позже. Мы сейчас вынуждены прерваться, но перед тем, как мы это сделаем, я напомню, что у нас есть Viber. Номер прежний, он не изменился. +9 928 40107. Если у вас есть вопросы нашему гостю, обязательно пишите. Мы их адресуем, и наверняка наш гость с удовольствием ответит. Мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, иногда в интернете мы натыкаемся на красивые снимки животных. Анималистическая фотография называется этот жанр. Мы смотрим, да, симпатичная птичка, да, красивый зверечек, но мы даже представить себе не можем, сколько времени и усилий стоит за одним вот таким кадром. Сегодня у нас в гостях человек, который не понаслышке знает обо всем этом трудном процессе. Рахмон Балтаев с нами сегодня, напомню. И вот сейчас за эфиром Рахмон рассказывал о том, как иногда приходится постараться, чтобы сделать 1 или 2 буквально кадра. Рахмон, можете сказать теперь об этом в эфире? Это Могу. правда очень интересно. Кого вы там выслеживали? Так, это было в прошлом году, если говорить об этом случае конкретно, потому что случаев много, но я расскажу о случае, который был в Швейцарии в апреле 2020 года, всемирный локдаун, и просто, чтобы чем-то занять себя, мы ходили на хайкинг, ходили в горы, но иногда мы выходили к реке, к водоемам, чтобы поймать ту единственную птицу, о которой я мечтал, то есть которую я хотел заполучить в свой объектив. Это зимородок, кингфишер. Это очень уникальная, красивая, редкая птица. В общем, она обитает на водоемах, чистых водоемах, и питается рыбкой мелкой. В общем, пришлось для того, чтобы понять, как подойти ближе, потому что эта птица не подпускает к себе очень близко людей, никого абсолютно. Она очень пугливая и осторожная. Приходилось просто сооружать какие-то ширмы, прятаться за них, сидеть с фотоаппаратом часами. То есть был случай, когда я сидел просто 4 часа ради того, чтобы эта птица подлетела на нужную мне веточку и села туда буквально на 5-6 секунд, и за это время я успел сделать 2-3 кадра. Вот, то есть ради этого я сидел, да. А это если было... бы не села? Но я приходил регулярно туда. Я понимал, что она в любое время может сесть, потому что эта ветка, именно та определенная ветка, с которой она наблюдала сверху за тем, что происходит в воде, и просто ныряла за рыбой. То есть нужно изучить все повадки, Да. для того, чтобы сделать один кадр. Да, потому что если ты придешь и попробуешь это сделать просто с бухты-барахты, и подумав, что сейчас я сяду, и она начнет мне позировать, то ничего не получится, они очень пугливые. И мне пришлось в Ютубе искать информацию про эту птицу и изучать ее повадки, и то, как к ней лучше подойти, и как сделать кадр. Хорошо, вот смотрите, у вас получилось, вы довольны. Что дальше с этой фотографией? Эта фотография обрабатывается и размещается в социальных сетях. Для того, чтобы радовало глаз? Да. Вот, кстати, вопрос у нас в Вайбере от Рустама есть. Доброе утро. Вопрос. А есть ли польза от фото, имеется в виду финансовая? Ты ведь к этому вела? Да. Нет. Я про другие моменты. Конечно, если фотограф коммерческий, конечно, польза есть. Я не коммерческий фотограф. Это просто для души? Это для души. Я фотограф-любитель. То есть это мое хобби, это то, чем я занимаюсь с удовольствием. Я не монетизировал свое хобби. Есть в планах? Есть в планах, и я бы хотел, но я просто думаю, что к этому я должен прийти, и для этого нужно время.
конечно, мои друзья и знакомые советуют мне скорее работать с такими изданиями, как National Geographic. Вот я тоже подумала об этом. Ты готов, но я просто, я скромнее, я как-то не особо уверен в своих силах, я просто жду. Ну, а почему бы просто не предложить на начальном этапе? То есть, кстати, ребят, вот есть у меня такие вот работы, посмотрите, если вас заинтересует, я готов с вами сотрудничать. Это же, в принципе, несложно. Да. Нет, вот смотрите, Рахмон скромный, да? Вы говорите, что вы пока стесняетесь. Я просто не уверен. То есть я уверен в своих силах, но я пока думаю, что, может быть, еще не пришло время. Решайтесь. Просто вот у нас сегодня была новость про то, как 82-летняя бабушка зарегистрировала своего внука в Тиндере. То есть она сделала все за него. И вот я думаю, может быть, мы отважимся вместо вас и подадим заявку. Как вы на это смотрите? Огромное спасибо. Давайте попробуем. Есть такой замечательный диджей из Казахстана, зовут его Иманбек. Он сделал очень много крутых каверов. Его номинировали на Грэмми. Он сам этого не хотел делать. Его друг Кирилл, он просто отправил заявку, и его номинировали на премию Грэмми. Пацану 21 год. Может быть, правда, кто никому не... я не знаю, если нас сейчас слышат ваши друзья, пожалуйста, сделайте так, чтобы фотографии Рахмона попали на странички журнала National Geographic. Мы будем за. Но ваши фотографии уже где-то есть, да, в календарях? Мои фотографии публикуются очень часто в календарях различных международных организаций, то есть они обращаются ко мне, и очень часто мои фотографии берут для каких-то travel-журналов, то есть, в принципе, для меня это хороший знак, и для меня это тоже важно, это промоушен, я продвигаю свои работы, я хочу, чтобы их видело как можно больше людей, то есть я не зациклюсь на то, чтобы заработать на своей фотографии, мне важно показать свое творчество, и то, чтобы люди это видели, а то, к чему это приведет, если это приведет к монетизации, к коммерческой фотографии или к National Geographic, к моей мечте, какой хороший, то это будет супер. Да, одна фотография, она попала в календарь ЮНЕСКО в этом году. В 2020-м. 2021. Но ведь это же отличное достижение для портфолио, чтобы дальше подавать на рассмотрение, я имею в виду ваши фотографии, куда-нибудь типа National Geographic. Да, там я думаю, что и без меня, наверное. Куча вот многие вот так думают, а потом сидят и думают, а потом сидят локти кусают. А мог бы ведь попробовать, потому что смотришь работы, но они же не отличаются от ваших. Я смотрел, я подписан на National Geographic, я подписан на вас, я смотрю фотографии, в каких-то моментах ваши фотографии даже лучше. Так что я думаю, что вам стоит все-таки попробовать, либо пусть это сделают ваши родственники или друзья за вас, либо это сделаем мы, но потом вы нам будете... кэш отстегивать. Вот Баха везде и всегда найдет свою выгоду. Да. Друзья, напомним, что у нас сегодня в гостях Рахмон Балтаев. Мы рассказываем о его путешествиях, о его деле жизни, наверное. Да? Фотография – это все-таки уже часть вас? Да. Я могу сказать, что да, часть меня. Если вдруг у вас есть вопросы нашему гостю, можете задавать их, прислав свои сообщения на Viber +992 28 400 107. Мы совсем скоро к вам вернемся. Мне всегда казалось, что люди так или иначе делятся на две категории. Есть люди-домоседы, которым вот всегда хочется обустроить свое уютное гнездышко и никогда его не покидать ни в коем случае. И есть люди-кочевники, которым хочется узнать, увидеть что-то новое, попробовать, ощутить. Причем не просто по рассказам других людей, не просто по кинофильмам или каким-то документальным передачам, а самостоятельно. И вот сегодня у нас в гостях как раз такой человек, который объездил 38 стран. Вот так вот сейчас, кстати, Рахмон, сможете вспомнить навскидку хотя бы 15 из них, помимо тех, что мы уже перечислили? Почти вся Юго-Восточная Азия, кроме Вьетнама. Почему вы так обделили? Южной Кореи. Пока не добрался, но в планах есть. А в Северной Корее были? Да. Да ладно, серьезно? Всю жизнь мечтал бывать в Северной Корее. Нет, правда? Нет, не был. Нет, я просто думаю, так ли там все так, как нам преподносят? Ну, этого я не знаю, я не... Да, нет, не был еще, не был. Так, хорошо, еще. Да, был в Японии, был на Филиппинах, был в Таиланде, это моя самая любимая страна, в Юго-Восточной Азии, в Бирме, где еще, Камбоджа, Анкор-Ват, шикарное место. Ну да, вся Юго-Восточная Азия практически, и Европа. Тоже очень много стран в Европе, в Азии, здесь у нас тоже много стран было. Единственное,
докуда я еще не добрался, до Африки и до Америки. Но все еще впереди. Два континента, да. И... Все впереди. Мы продадим пару ваших фотографий, вместе куда-нибудь отправимся. А ты все свою выгоду. Вот смотрите, некоторых людей, допустим, останавливает, понятное дело, финансовый вопрос. Вы на фрилансе, вы зарабатываете, вы можете себе позволить путешествие. А других людей останавливает вопрос, допустим, незнания языков. Как у вас с этим моментом? Нормально. Я владею. То есть на уровне... То есть я смогу выразиться, я смогу сказать, я смогу коммуницировать с людьми в плане на международном языке. То есть на английском, у меня есть английский, у меня есть немецкий язык. Но немецкий вы изучали именно вот как основной язык, да? Я изучал его в Швейцарии, да. В языковой школе, когда учился, жил там. Вот. А английский, в принципе, да, для меня не проблема. Есть люди, которые боятся коммуницировать. Я даже делая ошибки, я все равно говорю. Я не боюсь говорить с людьми. То есть это хорошая практика. И это правильно. Да, и вот вопрос как раз у нас был про то, что это не дешевое удовольствие. Я думаю, что сейчас Рахмон вполне ответил на этот вопрос. Ну, по поводу стран, в которых вы побывали, Юго-Восточная Азия, как мне кажется, это, ну, скажем так, Камбоджа, Таиланд, это те страны, в которые нужно ехать для расслабона, да, то есть это пляж, это коктейли, это хорошее настроение, это солнышко. Европа, там нужно работать, Штаты, это тоже там нужно работать. Вот где лучше? На расслабоне или все-таки в вот этой суетной Европе? Ну, смотря для чего. Если тебе не хватает расслабона, если ты хочешь пляжи, море, снорклинг, и коктейли и так далее, то, конечно, это Юго-Восточная Азия. Это Мальдивы, это Таиланд, это Бали, и Филиппины и так далее. То есть ты приезжаешь, но если я езжу туда, то я и расслабляюсь, и занимаюсь фотоохотой. То есть мы ходим по джунглям, мы ходим в заповедники, то есть выискиваем птицы, зверушек. То есть это я занимаюсь тем, что мне интересно. Совмещая приятное с полезным. Приятное с полезным, и тем самым я отдыхаю. То есть я могу утром рано и вечером заниматься птицами и животными, то есть искать их и фотографировать. И это самое лучшее время. А днем я могу валяться на пляже. Плавать. Это круто. В какой-то момент мы читали несколько интервью, вы оказались в Армении, и там начали заниматься акварелью. То есть вы стали рисовать акварелью. Как так получилось, что вы уехали в Армению и там пытались себя найти вот в этом поприще? Я обожаю Армению. Я там ни разу не был, но у меня есть очень много знакомых друзей армян. Да. Это просто шикарные ребята. Просто я представляю, если я приеду в Армению, я стану, например, сопьешься. Ты сопьешься. Да, я сопьюсь, но заниматься акварелью в Армении, вот как так получилось? Ну, конечно, мы и по клубам ходили тоже. Но акварель это была. Да, акварелью я занимался днем. Но это спонтанно, потому что я познакомился в Армении с крутым акварелистом, который входит в топ 50 лучших акварелистов мира. Ого! Вот, и он как бы давал пару раз мастер-классов для меня, и мы просто общались, мы дружили, и он просто показывал технику рисования акварелью, именно такую, в которой рисуют японцы, китайцы, эти вот четкие линии, эти вот мазки такие, когда ты не понимаешь, что происходит вообще на холсте, а потом рождается, а потом рождается просто шедевр. И вот он рисовал именно в таком жанре, и он победитель разнообразных всяких конкурсов, и он выставлялся тоже в Японии и в других странах. Поэтому мне было интересно. А так как я человек творческий и пробовал все, и хотел попробовать то есть я рисовал в детстве, но акварелью я не рисовал. То есть мне хотелось попробовать именно писать акварелью, и я начал, и благодаря ему, как бы... А сейчас как дела с этим обстоят? Вы продолжаете этим заниматься или забросили? В данное время забросил, к сожалению. У меня осталась куча акварели, бумаги, причем кистей хороших. То есть это все лежит дома в Киеве, и я не привез это с собой сюда, потому что это было бы очень много. На вашей страничке, кстати, я не заметила ни одной вашей работы именно вот акварельной. Потому что, в Инстаграм-странице, потому что она полностью посвящена travel-фотографии и анималистике, да. А было время, когда я публиковал
акварельные свои работы, они все хранятся у меня в папках, они хранятся у меня в Швейцарии. Вот. По поводу, кстати, вашей странички в Инстаграм, как вас можно найти, спрашивают у нас некоторые в Вайбере. Мы вас отмечали на нашей странице в анонсирующем посте, но на всякий случай давайте мы еще раз озвучим вашу страницу, как можно найти вот все эти прелестные снимки. Очень просто. Либо набирать в поисковике Рахмон Балтаев латиницей, либо просто набрать Terra, _Infinitum. Почему именно такой ник? Кстати, да, вот тоже интересно, потому что мне хотелось что-то связать, ну, как бы пришло на ум, первое, что пришло на ум, это Terra, Земля. Как бы мне хотелось что-то показать в своем никнейме, я не знаю, какой-то объем, не знаю, Землю, красоту Земли, не знаю, пейзаж, путешествие, все это объединить в одно как-то, и вот родилось так, что Земля бесконечная, то есть бесконечность что-то. Понятно, сторонники того, что Земля плоская, Земля все-таки круглая и бесконечная. Да, вот сейчас вы заговорили про Киев, мы обязательно еще к этой теме тоже вернемся, но уже через несколько секунд, потому что мы сейчас вынуждены прерваться, оставайтесь с нами. Мне кажется, многие из нас, когда приезжают на какое-то новое место, может быть, в новую страну, в новый город, мы пытаемся запечатлеть какие-то интересные места. Но есть люди, которые пытаются не архитектуру сфотографировать, может быть, не столько пейзажи, а сколько живность их интересует. Животные, птички. И вот на странице нашего гостя Рахмона Балтаева именно такие фотографии дикой природы, диких животных в основном присутствуют. И вот мне интересно, я видела несколько фотографий, Рахмон, в вашей ленте, там, да, есть и архитектура, есть, кто там, трамвайчики, кстати, были симпатичные, но опять вот где-то в лесной глуши, по-моему, в каком-то таком, да, отрезке. Да. Почему именно животные? Как так получилось? На самом деле я люблю фотографировать все, что мне кажется интересным, и то, что я хотел бы показать. Трамваи — это тоже любовь, я обожаю их, и те же лесные трамваи в Киеве, который я фотографировал, это отрезок, это самый древний маршрут, который ходит уже более 100 лет через лесную глушь. В общем, и красиво, особенно осенний. Это в тоннеле, как бы в тоннеле трамвай. Это смотрится очень круто, очень красиво. И вот, но животные, не знаю, потому что я просто их обожаю. Я просто люблю животных, я хочу показать то, насколько богата наша природа, насколько много всего вокруг животных, птиц. И просто, может быть, хотелось бы более такого, то есть призвать людей более бережно относиться к природе и к животным, то есть любить и не вредить природе. И я так понимаю, вы фотографируете всех животных и птиц всегда на воле? На воле. Исключительно? Исключительно на воле, это принципиальная позиция, потому что есть фотографы, которые идут в зоопарк и фотографируют животное, бедное животное в клетке, в заточении, но это не жизнь, это не дикая природа, это ужасно, то есть хорошие фотографы, которые фотографируют дикую природу исключительно, они никогда не пойдут в зоопарк или в дельфинарий или в цирк с животными и не будут фотографировать животных там, потому что это проще всего пойти и сфотографировать животное в клетке. Но ты выйди в филд, на природу, сходи в лес, в джунгли, там, не знаю, поползай на пузе у реки. И, в общем, в дикой природе, потому что это принципиальная позиция. Если честно, да, я презираю цирки, зоопарки, дельфинарии, потому что это заточение, это концлагеря для животных. И я не хожу туда и призываю всех моих друзей не ходить туда и не финансировать это зло. Я написал в National Geographic. Так вот, чем ты занимался все это время. Я отправил сообщение с вашим профилем. Будем ждать ответа, да. Рахмон, вы фотографируете животных в совершенно разных странах, в совершенно разных локациях, но очень часто геоотметка у вас просто планета Земля. То есть там нет привязки к какому-то конкретному месту. Почему так происходит? Вот мне интересно, где эта белочка на самом деле обитает или птичка? Да, на самом деле я почти каждой своей фотографии пишу текст. То есть какой-то хотя бы знакомительный текст, или в самом тексте я указываю страну и город, и месяц, и год, в котором была сделана фотография, там и какие-то камера, и объективы и так далее. А почему такая геолокация? Потому что мне хочется, чтобы эту фотографию увидело как можно больше людей. И вы знаете, как продвигаются аккаунты и фотографии в социальных сетях, в том же Инстаграме. Очень важны геолокация, отметки, хэштеги для того, чтобы продвигать. Конечно, это не всегда работает, но
Но это нужно делать, чтобы люди хотя бы за пределами твоего ареала обитания, хотел сказать. Уже все вот в таких терминах. За пределами твоего города могли видеть это. Ну да, это правильно. А скажите, пожалуйста, на какое минимальное расстояние вы подходите к животному для того, чтобы сделать тот или иной снимок? Вот, допустим, олени, да, по-моему, вот недавно у вас появились в ленте, они были сфотографированы здесь, в Таджикистане. Здесь, в Таджикистане, да. У нас есть олени? Да. Причем разные олени. Я периодически встречаю на улице. На дороге, да. Да, но это не те олени, о которых вы говорите. Те олени обитают высоко в горах, и они очень благородные. В отличие от тех, которые здесь, да? Поближе к нам. Да, пятнистые олени, у нас есть здесь и бухарские олени тоже, кстати, которым я скоро наведаюсь, я так думаю, потому что мне очень интересно найти их. Вот, но пятнистые олени обитают высоко на холмах Каратахского ущелья, в общем, они очень интересны. Они тоже очень пугливые, и, конечно, они не подпускают людей очень близко, ну, понятно, они дикие животные, и, в принципе, есть такой кодекс этический фотографии в анималистике, не пугать, не навредить животному, не подходить слишком близко, не использовать какие-то звуки, то есть максимально осторожно, максимально аккуратно и на максимальном отдаленном расстоянии от животного, потому что, во-первых, дикое животное, во-вторых, у животных стресс. Птицы, у животных стресс, то есть близко никак нельзя, и люди должны это понимать, потому что некоторые просто лезут, и по незнанию я тоже был таким, когда начинал, мне хотелось ближе, я не обращал внимания на то, что я пугаю птицу и животные, я ввожу их в стресс. А кто потом сообщил об этом? Ну, то есть я начал изучать, я начал читать литературу, я начал общаться с фотоанималистами, с теми, кто фотографирует дикую природу, и читать там странички National Geographic и какие-то рекомендации о том, как работать с животными этически, чтобы не нарушать их пространство, их права и так далее. У нас катастрофически не остается времени, потому что время в столице 9:55. И если можно, Рахмон, вот так вот вкратце, какие у вас планы на ближайшее будущее? На самом деле планов очень много. Как я вам говорил за кадром, что... Не все раскройте, это понятно. Да, о планах я не говорю. Вот. Вот смотрите, Рахмон и животное боится спугнуть, и удачу тоже, поэтому всех секретов не раскрою. Да, всех секретов не рассказываю, но планов много, и я надеюсь, что эти планы осуществятся, и я как бы всем желаю, чтобы этот год был гораздо более продуктивным, да. И чтобы у всех все получалось. Планы есть, и я надеюсь, что все получится, все будет. Однозначно получится, мы почему-то в этом даже не сомневаемся, и уверены, что все то, что вы запланировали, все сбудется, и все воплотится в жизнь. И я так понимаю, главная миссия все-таки вашей фотографии — донести красоту нашей природы, зверей, птиц, может быть, и до рыб когда-нибудь доберетесь, кто знает. Ну и, естественно, оберегать природу-матушку. Да. Это главный посыл или есть еще что-то? Главное, да, показать наш мир, нашу природу, красоту нашей природы и разнообразие, биоразнообразие, и призвать людей бережно относиться к животным. Да, ну а мы, в свою очередь, призываем вас не быть таким стеснительным и робким, и все-таки следовать примеру Бахи, который у вас, в принципе, отобрал вот эту минуту славы. Нет, ну я дал ваши контакты, так что связываться они будут в любом случае наверняка с вами, так что мы вам желаем успехов. Спасибо. Да, я напомню, что у нас в гостях был Рахмон Балтаев, путешественник, фотограф, в прошлом журналист, но это уже, да, совершенно другая история. Ну и, друзья, мы вынуждены с вами попрощаться со всеми, потому что утреннее камбэк-шоу подошло к своему логическому завершению. С огромным удовольствием вместе с вами были Дарья Христолюбова, Бахан Азербаев и партнер нашего шоу — компания TCL. Всем удачи, Рахмон, вам еще раз спасибо за то, что пришли, и успехов. Спасибо. Всем пока. Счастливо.